Здравствуйте, друзья! Вы на канале Супер Гена. Какой сегодня? Давай. Сегодня мой день рождения. И еще какой праздник сегодня? Рождество. Правильно, Рождество. Рождество Христово. Да. Вы один день родились, получается, 7 января. Вчера с Романом приехали с лесу, 6-го были на рыбалке. Сейчас будет показан после этого выступления ролик. У меня двоюродная работа мотоцикл. Вы будете смотреть, я кушаю. Это в будущем. Так, а прежде чем мы будем сейчас показывать ролик, я хочу попросить вас, мои подписчики, тех, кто смотрит мой канал, предлагаю вашему вниманию канал моего друга, очень хорошего. Есть такой канал замечательный, он просто называется Нина Бирн. Внизу я дам ссылочку на канал. Канал очень интересный, она создает клипы очень интересные. Есть такой стих там про то, как волк, как мужик взял щенят, воспитал, это все в обработке, все зачитано. Потом, ну, смотрите сами, зайдите на канал, посмотрите, и если вам понравится, подпишитесь, внизу будет ссылочка. А сейчас мы приступаем к празднику, будем праздновать, да, Гена? Да. А вы пока смотрите то, как мы ездили на нашу рыбалочку. Рыбалка была 2 дня, ну, смонтирую я в 3, наверное, частях. Первая часть уже готова. Предлагаю вашему вниманию первую часть. Остальное вы увидите позже, завтра, послезавтра. Я это все обязательно выложу. Если я тоже не хочу салат там. Еще раз. Что ты не хочешь? Потому что салат. Да. Еще раз смотрим нашу рыбалку на лесной речке. И заходим на канал моего друга. Ссылочка внизу. Если есть желание, можете подписаться. Канал вот такой вот. Мне нравится. Всем пока и приятного просмотра. Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Вот я снова на речке. Наконец-то 2-й раз в этом сезоне. Сегодня мы в компании Романа, Александра, ну и меня. Втроем приехали на речку. Сразу заехали на избу, где вот мы были. Вот эта избушечка. Но мы туда не пойдем, так как хозяин сказал, не хрен вам там делать, ночуйте под елкой. Ну как-то вот так. Вот там вот была старая избушечка, ее не видать, где мы раньше всегда жили, когда этот человек не построил здесь избу. Там мы жили без проблем. Эта изба стояла, старенькая, сгнила. Вот он построил новую избу. Переночевали тут раз, он посмотрел мой ролик, увидел нас и решил, что нам там делать нечего. Короче, он сказал, ночуйте под елкой, ни хрен вам делать. Ну что, жадных людей, нехороших людей боженька наказывает. Вот стоит егоный буран. Видать, он сломался все-таки. Есть Бог на свете. Видит несправедливость, что нельзя так поступать. И шли следы пешочком по буранке он потопал. Выехал на машине. Ну и придет пешочком, будет, наверное, чинить. Ну а мне сказано, сделано. Сказал он, не ночевать в избушке. Хорошо, я не буду ночевать в избушке. Приехали мы на рыбалочку по рыбачьим днем. Посмотрим, что как клевать будет. А там видно будет. А эта изба, пусть он сам не живет. Не хочет, как хочет. Он, если он может думает, что если я сюда ходить не буду, и фильмы не буду снимать про его на избу, народ сюда ходить не будет. Да будет сюда народ ходить, потому что дорога чищена, вон, 20 минут ходьбы до избы. Что тут не ходить-то? Так что Бог с ним, с этим хозяином избы и с этой избой. Поехали на рыбалку. Вперед!
раздавит. Отсюда и попробуем, начнем. Итак, первая остановка. Первые пробуренные 3 десятка лунок. 2 ряда вот все тут обурили. Все обурили. Возле избы первый плесик, который раньше здесь рыба была. Экшн камеру пока еще не доставал. Думал, поймаю рыбку. Потом достану, буду снимать. Но... правда, Сань, ты поймал, да, одного маленького? Поймал одного маленького, отпустил. И все, больше поклевок не было. Едем дальше. Едем туда, где мы еще в этом году не бывали. Едем. Ну вот, Санёк отличился. Первый хорезок. Молодец, за. Ромка клевала? О. У меня был сход примерно по весу такой же. Сейчас вот здесь клюнуло. Вот здесь вот я ловлю на червя. Санька на опарыша. У меня зацепился, сошел. Не знаю, тот или другой. Но вот Санька рядышком поймал. Ну что, пора цеплять экшн-камеру. Может, что-нибудь и увидим, может, что и заснимем. Первую рыбку поймали. Что, обмывать будем? Попить хоть чайку, блядь. Попить чайку. Поступило предложение попить чайку. Ну кто? Кто же против горячего чая? Все, по идее, должен съемка идти. Сейчас снимает. Все-таки Санек решил чайку попить. Налил чаю. Натурального чаю, А не чаю. а не напитка рыбацкого. Сегодня рыбачим сухую. Посмотрим, что на сухую клюнет. На сухую вообще-то рыба не клюет. Но мы посмотрим. Так. Че, Гром, доставай кружки тогда. Чаю глотнем, перекусим, да пойдем. Не перекусывать не будем, так? Чай просто. Заодно испытаем. Че, не клевало? Так, где у нас что-то? Здесь, наверное, все. Ладненько пока. Так, на тебе. На рыбалке, да без рыбы. Я хотел, слышишь? Думал, хотел на лиму положить. Ага. Марика пожарила. Хотел на лиму положить, чепласку, думаю. Блин, на рыбалку с рыбой. Так, как-то, ну. Валя тоже это говорит, Роме. Что, говорит, возьмешь ли крабовые палочки? Рома такой, на рыбалку с крабовыми палочками. А вон, а рыбок-то сколько взяли? О, целый пакет рыбок взяли. Спортивная рыбалка ставит. Сейчас, на приманку, вон пряники сверху. Так что сегодня у нас сухая рыбалка. Ну что, сегодня до вечера подождем, потом вечерком, если что, на сон грядущий. Чарочку-то все равно. Он уже не горячий, что ты там? Рома, Там остывает. что ты над чаем издеваешься? Санька же поймал одного. Видел. Сначала у меня сошел, потом Саньке попался. Смотрю, у него тынк сошел. Я тут сразу тын-тын-тын по дну, блин. И давай вверх его. Хлоп, есть. Все, видать, один и был. Знаю, как это, к себе переманивать. Лак-лак-лак-лак-лак-лак-лак. Да-да-да. Хочешь пряники, бери вон рыбки. На рыбалке да без рыбы. Кто сказал, что мы домой рыбу не привезем? Да. Кто такое сказал, да? На Новый год. Полкило, как нафиг делать. Ну что, готово? Поехали. Так, обурили, пробовали, второе место. Одного хорюска поймали. Тоже вон сколько лунок сделали. Лунок 15-20, наверное. Едем дальше.
думаю, кто летает? Это птички маленькие. Я уж думал, зверь какой-то. А это мелкие пташки вон летают. Нашли себе гнездышко. Что, пробуем здесь? Вроде не обурено. Нет, кто-то бурился раньше, видать, по первому. Так это они же эти сюда приезжали. Да? Ну, да тут лунок-то раз, два, две-три лунки и все. Короче, буримся, пробуем. 72% уже. Так, Роман. Сань. Такой шик. Ну что, вот, пробурились мы. Еще сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Земля. и 15 земля. Затупили ножи. Не клюет. Едем дальше. Что, готово? Поехали! Едем дальше. Ямка. Но мы здесь останавливаться не будем. Поедем дальше. Река делает поворот. А здесь у нас были перекаты, открытые места. Тут смотрю, кто-то ездил. Значит, нормально. Все-таки по Буранке не так страшно ехать, чем по Целяку. Тут все открыто бывает местами. Так, у нас там поваленное дерево, смотрю. Ага. Придется под ним пролезать как-то. Пролезем, не пролезем. А как здесь-то, а? Я пролез. Так. Корыто тоже пролезла. Нормально. Снегу больше выпадет, не пролезешь. Так, вот. Здесь вроде бы нет. Нет, дальше. Тут тоже опасно, все местами может быть открыто. Вон перекаты только-только подзатянуло снегом. Но кто-то ездил, вон, тут все открыто. Вон открыто все. Вон открыто. Опасно, блин. По краям все открыто. Видел, да, все открыто, блин. Кто-то пролетел ходом и все.
что местами очень и очень опасно. Льда нету, это какой-то отчаянный вот пролетел. И мы едем по его следу. Так, здесь, смотрю, тоже вода выступила. Пока едем. О, приближаемся к рыбному месту. Вот здесь уже пробурились. Кто-то уже рыбачил. Так, мы, пожалуй, здесь тоже остановимся и тоже порыбачим. Вот и наше местечко. Пробуем? Конечно. Это какие-то не местные бурились. Потому что не знаю, где буриться. Но. Ладно. Что-то я не могу с этой GoPro-шкой разобраться. Быстрый запуск опять не получился. Вон Санек отличился опять. Вот он, красавца Хариуса, выдернул. Вот такой вот харюзок. Смотрю, тащит. Я включать, а что-то, короче, не получилось у меня заснять его. Быстрый запуск не получается. Ни голосом, ничего. Короче, надо разбираться мне еще с этой камерой. Ромка говорит, быстрее бы свою Соняшку достал. И то правда. Переехали на новое место, вот остановились. Вон, сколько лунок, десяток пробурили. Ну не сразу, да, Саш? Да. Где-то минут 5 поиграл мормышкой. Подошел и дернул. Такой вполне добротный хариус. Поболее первого. Короче, Санька нас обогнал, Ром, с тобой. Один Сашка только рыбу ловит. У него вообще ни одной поклевки. Ну. У меня одна поклевка была. Ну, сошел. Сошел. О, березка уже совсем старая стала. Один обшарпанный столб. А в 2014 году здесь была еще шикарная береза. Мой самый первый ролик, который снят на фотоаппарат до создания канала, еще далеко до создания канала. Второй, получается, ролик, наверное, который я закинул в 2014 году. Воровка называется. Вот на этой березе сидела кедровка, которая украла у меня хариуса. Можете глянуть. Самое второе видео от начала. Сейчас скину специально ссылочку, там видно. Как я смотрел, как она прыгала рядом. В итоге взяла хариуска и утащила. Это был февраль месяц. Поклевки уже тогда были. Сейчас пока что-то не очень. Хотя Сашка он выдернул достойного. Это мы с Ромкой что-то все никак не можем разловиться. С камерой мне еще разбираться с этим голосовым управлением, пока у меня ничего не получается. Если проходит мало времени, допустим, минута или сколько там, оно еще слушает, а потом, видать, когда экран затухает, то все, он уже не хочет слушать меня. Ну вот и Роман у нас обрыбился. Первый хариус у Романа. Надеюсь, съемка идет. О, хороший. Вполне приличный. Он какой пузатый. Он полный икры. Молодец, Роман.
Папка тут бурит, а Ромка ловит. Иди, бури, бури. Мелко там, да? Мелко. Ладно. Перекурим. Тоже побурим. Ой. Попробуем половить. Сразу хапнул на новом месте, нет? Он сначала попробовал, потом до этот. Так и на... Что новое место нет, он долго не пробовал. Он у него минуту уже тут точно стоит. Ага, тебе надо было, когда пробовал, уже кричать. Я подбежал. А он моментально попробовал, потом хоп, и Молодец. Ладно. Будем тоже пробовать. У тебя, Саш, как дела? Значит, немножко рыба есть. Вон. Бурим плотненько. Потому что рыба, видать, не двигается, не активно. Пробуем попасть ей прямо под нос. Может, хоть так возьмет.